участвовал в контртеррористической операции на Северокавказском регионе. И более 20 лет я отработал в органах внутренних дел. Работая полиции, все-таки недостаточно вот этой работы, да, чтобы бороться с преступностью? Лишь недостаточная работа органов исполнительной власти. Мы в первую очередь будем реагировать. Ситуация с преступностью изменилась? Где-то кто-то пиарится на этом, что именно показать, что республика наша криминогенна. Мы против смертной казни, но некоторые все-таки возвращаются к тому, что, а может быть, вернуть? Этот вопрос требует, скажем так, именно серьезного обсуждения в парламенте. Можно смело обращаться и говорить: а я, Сергеевич, а давайте вот такое вот сделаем. И вы постараетесь это пролоббировать. Мы все выполняем, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, выполняем свои боевые задачи в установленном порядке. Здравствуйте, это передача «Личное общение». Меня зовут Альмира Синди. И сегодня у нас в гостях Аяз Санчат. Я напомню вам, что мы здесь разговариваем с теми людьми, которые вносят непосильный вклад в развитие нашей республики. Аяз Сергеевич, благодарю, что вы пришли, согласились на интервью. И вот сразу первый вопрос. Скажите, вы вообще по первому образованию учитель. Это был ваш выбор или так сложилось вообще? Еще раз добрый день, уважаемая Альмира Владимировна, уважаемые зрители, уважаемые земляки. Да, именно у меня выбор поступить в то время, это было в 1994 году, после окончания 5-й образовательной школы, поступить именно на отделение биологии и физической культуры, это в Казахском государственном педагогическом институте. Это выбор был, как сказать, мой обдуманный, потому что это она совмещала мои, скажем так, два вида направлений, то бишь это была биология и физическая культура. Мне очень был обдуманный выбор, и туда я поступил и закончил в 1999 году. А не было соблазна остаться учителем? Этот соблазн был, потому что учить, преподавать и воспитывать наше подрастающее поколение – это один из, скажем так, что же говорит, основных видов деятельности вот в природе, скажем так. Обучать детей, подрастающее поколение – это одно из основных, скажем так, видов деятельности людей, человечества, скажем так, и очень благодарных, скажем так. Но получилось так, что после окончания тогда уже Тувинского государственного университета я служил, как положено, в Вооруженных силах Российской Федерации, и потом уже поступило предложение поработать в органах внутренних дел, и вот это предложение я принял. Да, для тех, кто не знает, Аяз Сергеевич всю жизнь проработал в полиции, в правоохранительных органах. Сейчас как раз вот мы об этом поговорим. Вы полковник полиции в отставке, а начинали с рядового милиционера, да? Вообще расскажите, какой ваш был путь в правоохранительных органах? Этот путь был очень обдуман. Он в те годы, это конец 90-х годов, очень как раз время было, что уж говорить напрямую, до 90-е годы, начало 2000-х, самый пик, скажем так, преступности на территории республики и города Кызылы. Это выбор был обдуманный. Я даже не обдумал, сразу согласился и начал свою службу милиционером охраны. В последующем я стал инспектором по делам несовершеннолетних, далее участковым инспектором милиции, это так называлось в то время МВД республики. И далее отработал более 6 лет на территории города Кызылы, это район Ближнего Ахима, восточной части города Кызылы. Далее уже после, скажем так, соединения в управлении внутренних дел, то есть после соединения всех территориальных подразделений, это ГОМ, городской отдел милиции номер 1, номер 2, правобережной части города Кызылы, в единое управление внутренних дел по городу Кызылу. Я перешел работать в оперативные подразделения в криминальную милицию, где также определенное время отработал. В ходе службы я также выезжал в служебные командировки, участвовал в контртеррористической операции на Северокавказском регионе. И более 20 лет я отработал в органах внутренних дел. Основная часть, где-то около 19 лет, я отработал именно на территории города. Да, такой очень у вас, то есть прям начиная от простого милиционера, вы до полковника дошли, да? Это весь путь, который нужно пройти сотруднику правоохранительных органов, и вы прошли. Смотрите, вы застали самые сложные времена, это 90-е годы. Десятилетиями нашу республику называют самой криминогенной.
Скажите, вот работа полиции все-таки недостаточно вот этой работы, да, чтобы бороться с преступностью? Вот на ваш взгляд, как? Или что-то здесь извне какой-то фактор влияет? Или все-таки это надуманный миф о том, что у нас самая криминогенная республика? Самая криминогенная республика, я считаю, скорее всего, это выдуманный факт, наверное, который некоторые слишком где-то кто-то пиарится на этом, наверное, что именно показать, что республика наша криминогенна, хотя это давно уже не так. Где-то, наверное, скорее всего, середины 2010-х, то есть буквально 15-16 год, что уж говорить напрямую, это совместное, не только, да, это здесь большая заслуга правоохранительных органов, то бишь Министерства внутренних дел в первую очередь, которые впереди на фланге, на первых рядах с преступностью и профилактикой правонарушений занимаются. Но при этом это и также правоохранительные органы, другие субъекты правоохранительных органов. Это первую часть, конечно, это надзорный орган, прокуратура. И также, во-первых, и в основном, скажем так, здесь доля это гражданской позиции самих, наверное, жителей, наверное. Самих жителей нашей республики, которые тоже выбрали безопасность, скорее всего. Это те же добровольные народные дружинники на всей территории республики, особенно здесь активная роль в городе Казали. Это активная позиция всех муниципальных управлений, территориальных управлений и самих правительства республики, которые в течение, наверное, более десятилетий, каждый период все принимали на общее, скажем так, привлечением очень активных граждан на охрану общественного порядка привлекалось, и к чему привело, скорее всего, сейчас даже по статистике смотреть, есть значительное снижение преступности. Были предприняты меры со стороны федеральных органов по декриминализации преступности на территории республики и города, и активная позиция граждан все-таки что приняли общественная безопасность, порядок нужен всем как бы. Угу. Вот вы сейчас отметили, что и волонтеры, да, и люди ответственны за свою жизнь. А вот скажите, вообще полиция может своими силами одна справиться с преступностью? Как вы считаете? Здесь изначально в Конституции прописано, что защита граждан от преступности, посягательства – это прямая обязанность Министерства внутренних дел, то бишь полиции. Но сюда без помощи граждан, населения, других субъектов профилактики это невозможно, скажем так. Угу. А как вы считаете, вот что здесь важно? Вот профилактика, да, может быть, вообще вернуть смертную казнь, потому что многие люди, они, когда сталкиваются с такой вот какой-то бедой, или там есть какой-то преступник, который совершил множество преступлений, за то, чтобы вернуть смертную казнь, или все-таки каждому человеку нужно давать шанс. И все-таки у нас гуманная страна и люди, то есть мы против смертной казни. Но некоторые все-таки возвращаются к тому, что, может быть, вернуть? Периодически, да, возникает в обществе вопросы по возвращению смертной казни, но здесь это и связано с фактами особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. В отношении есть факты массовые, факты терроризма, где потерпевшим и погибшим является очень значительное количество нашего населения, граждан. Но этот факт в основном политический. То бишь в установленном порядке должно быть внесено изменение в Конституцию страны. Далее также депутатами должно быть и правительством Российской Федерации принято данное решение. Это как бы политическое решение. Ну да, то есть от нас мало что зависит, такие так общее решение должно быть. Вот скажите, с приходом нового главы я вижу изменения, да, в плане того, что у нас дороги начали строиться, вообще у нас строительство наконец-то началось в городе. То есть люди начали брать ипотеки, благодаря 2% ипотеки. А вот с приходом нового руководителя ситуация с преступностью изменилась? Потому что где-то, возможно, мы не отслеживаем этот момент, да? А как вы считаете, все-таки вы же непосредственно тоже по этой стезе работаете? Да, получается, ближайшие 2-3 года также были приняты меры главой республики Владиславом Штаевичем. Была совместная, скажем так, программа, план разработан. Это в основном здесь получается под надзором прокуратуры республики, это прокурора нашего
Это план по декриминализации именно обстановки на территории республики, по которому плану было 7 субъектов профилактики, это включая муниципальное образование, включая до министерства, органов исполнительной власти, там, вплоть до поселков, сел, какие мероприятия должны быть проведены и под какой конкретный срок. Уже я здесь тоже, скорее всего, сразу исходя из этой, скажем так, серьезной проблемности, которая была во всех инстанциях, вплоть до созданной комиссии, была отработана. И в итоге сами видим, что сейчас на улицах уже обстановка уже чуть-чуть изменилась. Да, есть факты, которые дальше, в дальнейшем это будут отрабатываться, и в дальнейшем это те же, если по городу смотреть, та же центральная часть, это лица, находящиеся в алкогольном опьянении на территории центра Арбата нашего же. Также злоупотребление и также везде нахождение пьяных лиц без определенного жительства. Это также вопросы ресоциализации лиц ранее осужденных, которые определенное количество также у нас на территории республики имеется. Но это факторы налицо, что снижение преступности, и сами правоохранители данный факт уже поясняют, что это совместной работой всех органов, субъектов профилактики привело к положительной динамике на снижение преступности. Ну да, я тоже хочу отметить, что все-таки так уже, знаете, более безопасно стало. Да? Раньше как-то было все равно страшновато выходить. Сейчас по вечерам на улицу, а сейчас все-таки это уже люди спокойно гуляют, где-то детей можно выпускать. И дети знают, что есть комендантский час, там бегут прямо. Я, конечно, говорю не о всех, но основная категория, она все-таки знает об этом. И знает, что всегда полиция придет на помощь. Куда мы первым делом звоним? Естественно, звоним в полицию, естественно, они приезжают. Сейчас мы подходим, наверное, к нашему главному вопросу. Вы кандидат в депутаты Верховных Урал от «Единой России». Скажите, почему вы решились, во-первых, а во-вторых, каких законов не хватает, чтобы эффективнее бороться с преступностью? Да, я выдвинут кандидатом на выборы. Здесь я иду на выборы сознательно, потому что, исходя из того моего опыта работы в исполнительных органах власти, правоохранительных органах, и потом далее это Министерство общественной безопасности правительства и Департамент региональной безопасности. Я на той стадии имею такой опыт. Работа в парламенте предусматривает это в основном законотворческая работа и работа между населением и исполнительной властью. И моими доводами, что я пошел на выборы, это я считаю, что я хочу именно постоянные наши проблемы, что уж говорить напрямую, которые по линии безнадзорности несовершеннолетних, по правонарушениям, по профилактике правонарушений и совместное взаимодействие, координации деятельности всех правоохранительных органов и муниципалитетов территориальных. Этот вопрос требует, скажем так, именно серьезного обсуждения в парламенте. То есть мое видение того, что это используя свой опыт, я могу внести в этот совместный, стать тем мостиком, скажем так, между населением и органами исполнительной власти, что может способствовать, скажем так, все-таки для снижения тех же правонарушений, тех же пьяных, тех же постоянных наших, чего же говорить, встречаешься с гражданами, населением. Получается, у нас несколько категорий постоянно, которые на виду, скажем так, по данной линии. Чтобы решить данные вопросы, я иду на парламент, скажем, на эти выборы. По тем законам, которые регулируют, скажем, по пресечению, по профилактике правонарушений преступности, они у нас законы едины, можем внести только на уровне, скажем так, на территории муниципальных, местного, то есть республиканского уровня, внести некоторые изменения, наверное, кодекс административных правонарушений, и все можем выработать по запросам населения, по изменениям, может, кодекса административных правонарушений и другое законодательство путем сбора информации, анализа и направления, скажем так, в Государственную Думу. А какие законы-то? На ваш взгляд, каких законов не хватает, чтобы бороться с преступностью? Может быть, какой-то сделать трудовой лагерь для лиц без определенного места жительства? Как вы считаете? Именно сейчас иногда смотрим, что требуется новое законодательство, новые статьи по пресечению, по привлечению. А оно есть так-то по сути-то. Те же алгоритмы работы теми же лицами, находящимися в общественном месте или распивающими алкогольную продукцию, они
Кодексом административных правонарушений предусмотрено. Также местным по закону Республики Тыва также предусмотрено. Здесь вопрос именно по регулированию, скажем так, по исполнению данного законодательства. То есть уровня, скажем так, муниципалитет и взаимодействие, скажем так, территориальным органам внутренних дел, к примеру. Вот как бы вот этот вопрос чисто виден надзорного органа прокуратура, а мы будем, скажем так, депутаты способствовать, чтобы она исполнялась и с органами исполнительной власти, скажем так, и муниципалитетами. То есть можно, если вы станете депутатом, можно смело к вам обращаться и говорить, там, ну, вот такая вот проблема, или, там, допустим, есть какая-то идея по профилактике правонарушений. Можно смело обращаться и говорить: а я Сергеевич, а давайте вот такое вот сделаем. И вы постараетесь это пролоббировать. Да, потому что в первую очередь это, конечно, наказы населения, скажем так. Да. Население, если чувствует, что оно по линии защиты от правонарушений, от преступности, по общественной безопасности имеются какие-то нарекания, то бишь недостаточная работа, скажем так, тех же органов исполнительной власти. Мы в первую очередь будем реагировать не только на устранение, но и на прямую связь с населением, что сейчас, чего уж говорить, напрямую не хватает очень многим, не только федеральным, да, вот как бы власти не хватает прямого, скажем так, ответа, то есть прямой связи, скажем так. Да, прямой связи. А самое главное, это же люди. Да, понимаете, да. Самое главное люди. Запрос поступил, должен быть какое-либо действие произведено и сразу данный ответ гражданину, населению, что по данному примеру поселку, либо на территории, примерно, если на городе Кызылорда, на дачах Вавилиса, такая-то проблема была, такая проблема совместно была отработана, и в дальнейшем будет как бы взято совместно с вами же, населением, на контроль и взаимодействие, скажем так. Мне так нравится разговаривать с новыми кандидатами. Почему? Потому что прям глаза горят. Надеюсь, у вас вот этот огонь, он не потухнет на протяжении 4 лет. И вы будете работать во благо народа. Ну вот то, что сейчас вы говорите, мне кажется, если все это внедрить в жизнь, то будет просто здорово. Потому что людям действительно не хватает именно прямого общения с народными избранниками. А народные избранники, они как раз таки идут, да, для того, чтобы достучаться до верхов от народа. Ая Сергеевич, 2022 года вы служите в зоне специальной военной операции. Что вот самое сложное на СВО? Зона специальной военной операции. Здесь что сложного? Здесь производятся некоторые мероприятия. Ну, чего же говорить напрямую, здесь идут боевые действия. Боевые действия с учетом тоже своих плюсов и минусов. Мы все выполняем, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, выполняем свои боевые задачи в установленном порядке. Расскажите, ребята, как они там? Ребята на боевом посту, да, у всех наших земляков и всех военнослужащих вооруженных сил боевой настрой. Нам задачи поставлены, мы задачи выполняем. Ну вот чего им не хватает? Может быть, мяса, там, из Ихана какого-нибудь, вот когда все равно же уезжаешь, когда длительно не находишься дома, вот скучаешь почему-то. Может быть, им вот таких вот вещей, как раз таки именно тувинских, родных не хватает. Здесь только как бы с вашего разрешения еще раз, мы никогда, это военнослужащие вооруженных сил, все мы уроженцы Республики Тыва, никогда не поленимся еще раз поблагодарить свой народ Республики Тыва. Еще раз спасибо за вашу поддержку, потому что мы, начиная, как мы ушли, скажем так, на зону специальной военной операции, мы чувствуем заботу всего населения. Мы, к примеру, это мы все мобилизованные с осени 22 года находимся в зоне специальной операции. Мы чувствуем, что почти что ежемесячно, ежеквартально заботу от всего населения республики. Да, действительно, каждый переживает. Я еще не видела ни одного равнодушного, который бы так или иначе бы не принял, да, в этом участие. Все равно наши женщины в тылу, которые вяжут, шьют, и, каждую частичку себя отдает на фронт. Вы общаетесь там с ребятами сейчас? Поддерживаете связь? Да, мы общаемся. Общаетесь, да? Да, да. Спасибо вам большое за этот разговор. Я еще раз вам напомню, что я беседовала с Аясом Сергеевичем Санчатом, кандидатом в Верховный Хурал. Голосовать или не голосовать – это уже ваш выбор. Я думаю, что мы сегодня максимально постарались раскрыть именно как личность Аяса Сергеевича. Спасибо, Альмира Владимировна, спасибо всем зрителям нашего сегодняшней передачи.